Мына ушул чач боюнча бизге атайын адисти чакырганбыз. Кызыктуу маалыматтарды ушул инсандын өзүнөн угабыз. Бизде бүгүн конокто Алижан Балтабаев, ал өзү трихолог. Саламатсызбы? Саламатсызбы, доброе утро, Алижан. Добро пожаловать в нашу студию. Ну вот, собственно, мы сегодня хотим поговорить. Вообще, мы на тему волос разговариваем. О поседении мы больше всего хотели бы поговорить. Причины, заболевания, это же тоже... И это, ну, в основном мы знаем, то, что это наследственно передается. Возможно, есть другие причины тоже. Расскажите нам подробнее об этом. С удовольствием. Дело в том, что волосы, как и ногти, являются уникальным придатком кожи. И они свидетельствуют не только об какой-то принадлежности к этнокультуральной группе, гендерной, они свидетельствуют об обмене веществ, о состоянии здоровья организма. И иногда могут быть единственным симптомом проявления таких заболеваний, допустим, как железодефицитная анемия. Или, допустим, изменяться при отравлении какими-то тяжелыми металлами. Существуют специальные лабораторные методы исследования, которые позволяют определить, в каком же соотношении находятся микроэлементы в волосе. По поводу поседения, дело в том, что мы все с вами индивидуальны, и в том числе благодаря цвету наших волос, который определяется пигментом меланином. У людей с темным цветом волос встречается пигмент эомеланин, с рыжеватым феомеланин. К сожалению, проблема поседения волос, трудно сказать, что это заболевание, потому что оно физиологичное, встречается и наблюдается у людей с возрастом. Допустим, делят несколько видов поседения. В первую очередь это физиологическое поседение, которое встречается у людей после 35 лет, а затем преждевременное или раннее поседение, которое наблюдается у людей до 25 лет. Бывают врожденные виды поседения, когда у человека полностью с рождения отсутствует пигмент. Вот. И часто поседение волос сочетается с таким заболеванием, как витилиго, которое сопровождается появлением белых пятен на коже. И, допустим, часто бывает появление белых пятен на одной стороне и изменение цвета волос на этой же стороне в виде локона белых волос. Вот. Проблема поседения волос является очень актуальной и относится к области трихологии и дерматологии, потому что занимает очень много времени и работ в разных лабораториях. Дело в том, что в первую очередь существует очень много теорий, и в первую очередь занимает место эта оксидативная теория, которая связана с тем, что каждую минуту в нашем организме проходят разные биохимические реакции. И одним из продуктов обмена является перекись водорода, всем вам известная. Дело в том, что меланоциты, которые образуют пигмент, также образуют эту молекулу, перекись водорода. И когда ее становится очень много, то меланоциты начинают снижать свою активность, и пигмент теряется, и наступает преждевременное поседение волос. Рахмат, Алижан, айтыңызчы. Биз айрыкча мырзалар чачыбызга кам көрбөйбүз. Мен курактуу эле балдардын кээ бирлеринин башында ушундай лысина деп коебузбу, тас болуп түшүп бараткандары да бар да. Эмне себептен? То, что вы говорите, это в первую очередь называется выпадение волос по мужскому типу или андрогенетическая аллопеция. На самом деле она может встречаться не только у мужчин, но и у женщин. И в первую очередь она связана с наследственностью. Дело в том, что в области лба, темени и макушки на волосяных луковицах находятся специальные рецепторы, чувствительные к мужскому гормону тестостерону или дигидротестостерону. У людей, у которых есть этот рецептор, наблюдается, во-первых, более быстрое истончение волос, которое заменяется пушковыми. Также это сопровождается повышенным салоотделением кожи, что и приводит к тому, что, во-первых, сдвигается граница волос спереди, и происходит поредение в области макушки. Многие мужчины, допустим, не обращают внимания на эту проблему и считают это признаком повышенного тестостерона, хотя это не всегда сочетается с этим. У женщин, конечно, эта проблема занимает более ведущее место, потому что для женщин волосы в первую очередь являются показателем здоровья, социального благополучия. И поэтому на сегодняшний день существует очень много методов лечения и поддержания роста волос. И, к сожалению, только первое место занимает это пересадка или трансплантация волос. Остальные методы направлены только на поддержание, чтобы волосы не выпадали. Ну а как избежать? Избежать преждевременного выпадения или поседения? Поседения. Поседение, во-первых... И выпадение тогда. И выпадение, чтобы все сразу, да? Но в первую очередь надо сказать, что... Маски какие-то поделать, да? Маски. Дело в том, что корни волос находятся внутри кожи.
И поэтому состояние волос в первую очередь зависит от обмена веществ и от того, что мы едим. Поэтому в первую очередь надо заботиться о своем питании, потому что мы есть то, что мы едим. Насыщать свою диету, допустим, наиболее... Больше кальция, да? Нет, не только больше кальция. В основе поседения и выпадения волос лежит недостаток таких микро- и макроэлементов, как железо, цинк, медь, марганец. Это большой список. И в том числе и аминокислоты. Поэтому нужно... Рахмат Алижан. Момдай өзіңіздің жабдықтарыңыздарды алып келген екенсіз. Аппарат, да? Биздин чачыбыздын абалын көрүп бербейсиз бе? Диагностику наших волос можно будет С провести? удовольствием. Да, я думаю, чтобы избежать еще поседения, наверное, надо будет пройти вот такой вот курс, да? В первую очередь, Диагностику. конечно, да. Необходимым инструментом в работе трихолога является трихоскопия. Это компьютеризированный метод исследования, который позволяет с помощью специального оборудования, трихоскопа, который представляет собой камеру с различными насадками от 80 до 1000, производить обследование кожи волосистой части головы и специальной программы TrichoScience, допустим, которой я пользуюсь, которая представляет собой универсальную программу. Вы можете... Менден баштайлы? Хорошо, без проблем. Так, нам как надо будет? Ему ближе надо будет? Да, вы можете поближе сесть. И я, и пусть... Да, вы хотите за компанию. Вот, видите, здесь окошко. Да. Давайте проведем вам экспресс-трихоскопию. Видите, здесь открывается отдельное окошко. Вот, видите, здесь разные параметры исследования. Можно определить плотность волос, диаметр волос. Я подсоединяю. Биз азыр достор, Аппарат. мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Нияз мырзанын чачын текшеребиз, кандай абалда Шундай экен. эки сүрөт бар, биз сизге комментарий берип турабыз, сиздер Ооба. угуп турсаңыздар болот. Уланталы, Алижан. Хорошо. Без этой программы трудно производить какие-либо исследования. И эта программа как раз разработана, одним из основателей является мой учитель по трихологии Владислав Ткачев, который работает в Москве. Так, вы готовы? Так, Не переживайте, это неинвазивный, нетравматичный метод. Я просто приложу камеру к зоне, которая вас беспокоит, и вы на экране увидите. Это не больно? Нет, вы можете сидеть, наоборот. Сидеть так. можно, А, да? нет, сидеть. Нет, абсолютно Я не не мешаю? больно. Нет. Вы можете как раз наблюдать за процессом. Да. Мен деген достор, мынакей камерадан көп Ар жагына карамасыз. өтө албайсың бе? Мейлі өтө эле алайынчы. Ушундай кылсаң Алижан, эң туура пойдите болчу да? сюда. Но если Келиңиз. там у него все плачевно, не говорите, да, наверное, на Вы так камеру. Говорите, это Хорошо. нельзя скрывать. Вот, я прикладываю камеру к этой зоне, и вы здесь можете наблюдать, каким образом представлены волосяные О. луковицы на коже. Было бы здорово, Аябай если бы мы жон сейчас көрүнөт показали. экен чачтар. Калың тим эле. Вот этого. Можно на секундочку я покажу Конечно, телезрителям, конечно. чтобы Давайте я сейчас режиссеры могли- секундочку Да, зафиксирую изображение. Вот, и вы можете показать. да, Мынакей урматтуу туугандар, менин чачымдын түбү дал ушундай экен. да. Чачтарды Можете ушундай ближе жакындап показать? көрсөткөндө аябай тим эле чоң калың жанагы бактардын шактары болот го. Ошондой болуп көрүнөт экен. Көрдүк окшойт, көрүүчүлөргө. Ооба, көрдүк окшойт. Анда биз уланта берели, мы продолжим, да? Ну, будем вот так вот временами показывать нашим Хорошо, телезрителям. без проблем. А то скажут, вот сидят сами, удивляются и ничего не показывают, да? Мгм. В первую очередь трихоскопия позволяет определить тип кожи, то есть тип салоотделения. Допустим, бывают люди с сухой кожей, с повышенным салоотделением, и это тоже является признаком каких-либо заболеваний, как андрогенетическая аллопеция, так и сибарейного дерматита. С состоянием кожи у вас все в порядке. Порядок. Да. Эми чачтарга токтололучу. Хорошо. Какие у него волосы? Если Структура вдруг волос. в телевидении каждый день укладку делают нам, и это Да, влияет, представляете, не каждый день влияет. волосы. Ну, в первую очередь, укладка, окрашивание волос. Это может Каждое утро влиять. приходится нам пользоваться. Да, я понимаю, это вот такой профессиональный фактор. Сейчас, секундочку. Но это может влиять на стержень волос. Жок оорубайт экен. Секундочку. Аябай, Я приложу. чачынын Калыңдыгы да. калыңдыгын. Да, Айта у вас кетсек. очень хорошая плотность волос. В среднем у взрослого человека плотность волос составляет от 150 до 300 волос на 1 квадратный сантиметр. Алиджан, А у если меня позволите, здесь еще сколько? разочек покажу, Да, я зафиксирую. Для того, чтобы точно определить плотность, сейчас, секундочку, волос, необходимо после исследования подсчитывать. Ну, с уверенностью я могу сказать, что у вас около Окей, 200. Нияздан.
То есть это очень хорошая плотность, пока вам ничего не грозит. Рахмат, азаматсыз. Келиңиз эми таттыга текшерип көрөлү. Да, потому С что удовольствием. мои волосы уж терпят каждый день. Это я слышу практически от каждой второй женщины. Доктор, помогите, у меня усиленно падают волосы. Нет, у меня, да, они, кстати, татты выпадают. көбүнчө- Но я слышала, что в день, если выпадают 100 волос, то это нормально. Это не так страшно, да? На самом деле существуют нормы Но я выпадения не считала, волос. сколько у меня точно падает, но мне все-таки интересно, Ну, да. все-таки Какая у необходимо меня посчитать. структура Да, в волос? среднем до 70 волос потеря в сутки является нормой. Поэтому, если у вас выпадает до 70, здесь все в порядке. Так, секундочку, я наведу на У меня цель. такие прям, эти, жесткие волосы, да? Ну, я думаю, они ввиду того, что вы нанесли лак на волосы, или нет? Дело в Нет, том, кстати, что- лака не хватило на эту область. на эту область состояние волос у вас тоже и с типом кожи. У вас состояние Часто кожи интересно, хорошее, Жень, но необходимо... Кому интересно, вот Давайте я посмотреть, покажу. смотрите. Вы можете зафиксировать изображение. Вон. Мына ушундай. Чачтын түптөрү көрүнөт экен, урматтуу достор. Аябай Өзүңүздөр сонунекен. көрдүңүздөр, рахмат. Вот. Я бы рекомендовал вам хотя бы раз в год проводить профилактическое лечение поливитаминными комплексами, которые укрепляют корень волос, способствуют росту, потому что у вас здесь присутствуют единичные тонкие волосы, которые могут свидетельствовать, допустим, о таком состоянии, как диффузно-телогеновое выпадение волос, которые чаще всего у представителей прекрасного пола связаны или с недостатком железа в организме. Для того, чтобы подтвердить или исключить этот диагноз, необходимо сдать гемоглобин, то есть общий анализ крови и железо сыворотки крови. Вот. А также обследовать гормоны щитовидной железы. Вот. И хотя бы один раз в год к вам идти на консультацию, да? С целью профилактики. Да. И Здорово. вот видите, в этом месте из одной волосяной луковицы растут 2-3 волоса. Это является идеальным показателем. Потому что когда, допустим, наблюдаете изменения, когда, допустим, один волос растет или он истончается, то необходимо обратиться к специалисту. Вот. А так У все, нас, хорошие а так у нас всё волосы. Жогорку технологиялар заманы деп айтып атпайлыбы? Жогорку технологиялар заманында ушинтип бардык нерсени эч жериңди оорутпай жөн эле көрүнүп койсоңуздар, сөзсүз түрдө бардыгы жакшы болот. Урматтуу достор, өзүңүздөр да чачыңыздарга кам көрүңүздөр. Мырзалар силерге дагы тиешелүү. Айымдар эми муну айтпасак дагы жакшы көрүшөт. Бардыгыңыздар өзүңүздөрдүн чачыңыздарга кам көрүңүздөр. Алижан айткандай, биздин чачыбыз биздин ден соолугубуздан кабар берип турат. Биздин көркүбүз, сөзсүз түрдө. Спасибо вам большое, Рахмат. Алиджан. Спасибо вам. Прям вот Рад очень-очень был круто, вам все помочь. очень здорово, да. Приходите к нам Передавайте. почаще, и мы к вам обязательно. Хорошо. Туруңуз, ишиңизде ийгиликтер болсун. Сонун маалыматтар менен бөлүштүңүз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат. Всего доброго, успехов Всего вам в хорошего. работе. Будьте здоровы.